торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, объявляется открытым. Песни военных лет на территории районного дома культуры в селении Нестеровское звучат с самого утра. Зрители наслаждаются постановками творческих коллективов, выступлениями вокальных групп и поздравлениями. Сегодня исполнилось 80 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Деды и прадеды тех, кто здесь разделяет праздник со всей страной, разбили фашиста под Сталинградом, Москвой, Курском и Малгобеком. Советский солдат стоял насмерть под Тулой и Орлом. В том числе и ингушские защитники Отечества отличились невероятной доблестью, храбростью и самоотверженностью. Били фашиста тогда, будут бить врага и сейчас, и всегда. Сегодня за последние 5-6 лет в одном нашем районе построено очень много социальных объектов. Это порядка 6 школ, 7 детских садов, 6 домов культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому сегодня, отдавая дань памяти этим людям погибшим, которые сложили свою жизнь, чтобы сегодня жили, трудились, учились хорошо. Надо это понимать, надо идти дальше и двигаться вперед. И трудиться, и учиться хорошо. Масштаб мероприятия просто поражает. Здесь, на территории парка, перед Домом культуры, развернуты баннеры военной тематики, импровизированная сцена, приглашены старейшины, представители Народного собрания Ингушетии, участники СВО, воины, интернационалисты, общественные деятели, спортсмены, известные артисты, а также работники Домов культуры сел Сунжинского района, которые, кстати, развернули здесь столы с угощениями, так что никто не уходит, не попробовав национальные блюда, выпечку, плов, напитки и чай. Праздник проходит на нескольких локациях. Где-то стреляют из лука, где-то играют в футбол и соревнуются в боевых единоборствах. Дети от всего этого просто в восторге. Интересно, узда киргвартиш да армрестлинг gelus интересно. Дзюдо, что? Бороться да футбольный матч яцеге чудыш. Шана гетер сак эдме халижи оста. Интересно. Со эмомехал. Со греплинген шокунцань. И это, конечно, не все. Отдельного внимания стоит выступление кадетов Горского кадетского корпуса. За несколько секунд собрали вокруг себя зрителей абсолютно всех возрастных категорий, снимают происходящее на смартфоны и пытаются запечатлеть каждый момент. Угощения не заканчиваются, вкусностей хватит всем. Не смолкает здесь и детский смех. Мне очень понравилось, много чего хорошо. Обсуждали много чего стоит. Танцы и песни все эти. Скажи, ты знаешь, что сегодня за дата? Это День Победы, который держали наши деды над фашистами. Все, кто приближал родине великую победу, отмечают этот славный и поистине героический день. Они воевали на всех фронтах, показывая образец мужества и героизма не только на территории страны, но и освобождая от фашистов целые европейские государства. Пока есть благодарные потомки, не канут в лету имена наших освободителей, воинов и храбрецов, в том числе летчиков-ингушей, героев Российской Федерации, таких как Мурат Оздоев, Ахмед Мальсагов и, конечно, Ширвани Костоев, который принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. В апреле 1945 года в районе Кёнигсберга ему удалось потопить немецкий корабль, на борту которого было 125 солдат и офицеров. За несколько дней до капитуляции Германии он сбил 3-й вражеский самолет. Таким запомнился фашисту ингуш, уроженец села Галашки. Это день для нашей семьи очень святой. Я помню, как папа в этот день всегда был в задумчивости. Он верил, рано или поздно имя его младшего брата выйдет из небытия, правда восторжествует. Мы воздаем дань памяти, глубочайшего уважения всем защитникам нашего Отечества, в числе которых были воины-ингуши, которые с достоинством, честью прошли весь этот путь. Бесстрашие, мужество, верность воинскому долгу, любовь к родине и ненависть к врагу проявили также наши земляки-участники знаменитого сражения на Курской дуге. Это Муса Тигов, Магомед Гадабошев, в горах Исуп Галаевы, Мадак Ильянов, Адельгерей Мальсагов. Благодаря организаторам такого крупного и масштабного мероприятия подрастающее поколение может познакомиться с подвигом своих земляков. Сегодня пришедшие сюда люди, мне кажется,
много интереса для себя почерпнут. И в любом случае эти мероприятия, все-таки мы не должны эту дату забывать. Это очень серьезная дата. Очень много наших дедов, прадедов полегло там. И сегодня, благодаря им, сегодня мы живем, процветает наша республика. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.